Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Здравствуйте, дорогие мои телезрители, знатоки и любители истории. У нас сегодня финал конкурса «Тархан». Ну вот и все. 5-й сезон «Тархана» позади. За 5 лет через заочный тур прошли более 1500 старшеклассников из 30 районов Татарстана и 5 регионов России. Десятки школ, учителя-энтузиасты, ученые, хранители музейных сокровищ и миллионы зрителей. Все они стали частью большой истории. В этом году масштаб впечатляет. На заочный этап поступило более 500 заявок, а 40 лучших знатоков из 18 районов нашей республики и Ульяновской области встретились в очной телевизионной борьбе. Вместе с доктором исторических наук Раилем Равиловичем Фахруддиновым ребята изучали историю, погружались в традиции и искали ответы на самые сложные вопросы. На кону стояли не только знания, но и самообладание. Позади 14 захватывающих игр от 1/8 до сегодняшней долгожданной финальной игры. 6 счастливчиков прошли весь этот нелегкий путь, и кто-то из них сегодня услышит такие долгожданные слова: «Приглашаем тебя в КФУ». И символично, что в год единства народов России финал проходит в обновленном ЦУМе, центре уникального мастерства. Это место, где переплетаются традиции и современность, где мастерство разных народов становится общим достоянием. Ну что, пришло время познакомиться с нашими финалистами. Встречайте, Темирхан Гельмеев, ученик Казанской гимназии номер 13 с татарским языком обучения. Историей увлекся еще в дошкольном возрасте. Большое влияние на это оказали его родители. Наряду с глубоким интересом к истории, Темирхан искренне любит футбол, хоккей. Темирхан, как ты узнал о Тархане? Мне о нем рассказала моя учительница Лилия Габдельхалимовна. Кстати, учительница Лилия Габдельхалимовна Низамова находится здесь. Мы ее тоже приглашаем сюда. Лилия Ханум, как вы узнали о нашем конкурсе и почему решили приехать на этот конкурс? Про этот конкурс я узнала по телевидению, смотрела давно, и решили попробовать, и дошли до финала. С чем мы вас и поздравляем. Рашид Айбетов, ученик 11 класса губернаторского лицея номер 100 города Ульяновск. С прошлого года наблюдает за нашим проектом, а в этом году решил приехать в Казань и попробовать свои силы в тюрко-татарской истории. Увлекся историей, подумайте, еще начиная с 4 класса. Ну и, конечно, обратили внимание, он музыкант. Рашид играет на баяне. Спасибо большое, Рашид. Скажи мне, пожалуйста, как ты узнал о Тархане? Я узнал о Тархане в прошлом году и решил в нем поучаствовать, так как я люблю историю родного народа, родной нации, люблю Татарстан в том числе. Я с большим удовольствием хочу пригласить маму Рашида. Мы вас приветствуем. Зульфия Делегатовна, вот когда вы поняли, что Рашида интересует история? Рашид начал интересоваться где-то в 4 классе истории. Ну, как его не поддержать? Приветствуем наших участников. Итак, я с большим удовольствием приглашаю Алину Гадельшину из Казани, ученица татарской гимназии номер 2 имени Шигабуддина Марджани при Казанском федеральном университете. Хобби Алины – это спорт и олимпиада. Все-таки, что тебе ближе? Олимпийский спорт или олимпиада по истории? Несмотря на то, что я уже долгое время занимаюсь спортом, все-таки ближе мне стали олимпиады. Но хочу добавить то, что именно спорт привил во мне дисциплину и уверенность в себе, что хорошо показывает результат в участии в олимпиадах. Заинтересовалась Алина историей на самом деле в 7 классе после увлекательных уроков по истории ее учителя Али Эдуардовны Исхаковой, которую с удовольствием мы приглашаем сюда. Для меня историко-культурный конкурс «Тархан» – это уникальная возможность получить очень много опыта, познакомиться с профессорами, докторами наук, а также это бонус при поступлении. Таким образом, я помогаю. Казанский федеральный университет, да, естественно. Спасибо вам большое за талантливых учеников. Амирхан Исхаков, гимназия номер 27 с татарским языком обучения имени Хади Такташа. Еще один музыкант. Вот ты у нас в этом году уже первый раз принимаешь участие в Тархане. Да. Вот какой тебе этап больше всего запомнился? Наверное, начало, потому что самое сложное – это всегда начать. А как отреагировал твой наставник, учитель? Она была рада. Она присутствует здесь?
Да, она присутствует здесь. Фариза Раифовна Рахамитовец. У вас очень яркий, на мой взгляд, активный, талантливый ученик. Вот как вы его оцениваете шансы, так откровенно? Шансы, наверное, очень высокие. В моем случае ученик превзошел своего учителя. Любовь к истории, любовь к культуре своего родного края. И я думаю, шансы моего ученика очень велики. Да, спасибо вам большое. Тоже примите небольшие подарки от нашего конкурса. Я с радостью приглашаю Айгуль Хайретдинову, Шаймарданский лицей, Россабинский район Республики Татарстан. Ее любовь к истории родного края пришла внезапно, через учебники и бессонные ночи перед подготовкой к конкурсу «Тархан». А скажи, у тебя есть какой-то ритуал, который ведет к тому или иному успеху? Ведь выход в финал – это успех. Я думаю, что любая победа начинается в первую очередь с внутреннего настроя. И именно вера помогала найти силы бороться дальше и не отчаиваться из-за каких-то неудач. Я с удовольствием приглашаю Энджель Нуровну. Энджель Нуровна, ваши ученики не первый раз принимают участие в этом конкурсе. Я помню, что ваша ученица Эльвина Нурмиева была финалисткой второго сезона конкурса «Тархан». Помните, да? Как она сейчас, где она учится, как она поживает? Ул хәзерге көндә Казан федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр институтында белем ала, 2-нче курста. Эльвина Биредә ул. Биредә ул. Я очень благодарна вам, что в какой-то момент я узнала об этом конкурсе благодаря своей преподавательнице и смогла здесь проявить себя и как раз-таки поступить в Казанский федеральный университет. Спасибо вам большое. Ну и, наконец, Владислав Шевелев, ученик лицея номер 78 имени Пушкина из Набережных Челнов. Круг его интересов огромен. Музыка, шахматы, фитнес. Он ежегодный победитель, призер Олимпиад по русскому, татарскому языкам, истории и культуре Татарстана. Увлекся историей еще будучи дошкольником. Это правда? Как сказать дошкольникам? Так серьезно, класса 2. Ты готов победить? Я всегда готов победить. Я думаю, что здесь большая роль, конечно же, учителя. Это Елена Владимировна Малахова, которую мы с удовольствием тоже приглашаем к нам. Елена Владимировна, вот вы первый раз, ведь, да, с Владиславом принимаете участие в нашем конкурсе. Вот откровенно, как вы оцениваете его шансы? Шансы Владислава я оцениваю довольно-таки высоко, потому что это опытный олимпиадный боец, это человек, знающий, любящий историю. Поэтому я очень горжусь своим учеником, желаю удачи всем участникам финала, ну и своему в первую очередь. Конечно, и мы желаем удачи всем участникам финала. Вам удачи и небольшой подарок от нашего конкурса. Так, ну что, с участниками мы уже познакомились, да? Конкурс невозможен без кого, ребят? Без жюри. Итак, представляю с большим удовольствием и тоже радостью представляю жюри. Итак, Ирада Хафизяновна Аюпова, министр культуры Республики Татарстан. Победители станут студентами Казанского федерального университета. Этот подарок сегодня будет озвучивать проректор Казанского федерального университета Тимирхан Булатович Алишев. Ну, ежегодно у нас в жюри в финале бывает директор Института истории имени Шагабуддина Марджани Радик Римович Салихов. Айрат Габитович Сиддиков, директор Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан. И у нас бессменный участник Айрат Халитович. Ну, вроде всех представили, да? А себя? Да, и себя. Ваш Раиль Фахрудинов. Мы начинаем первый тур. Первый тур – это электронная викторина. Я задаю вопрос. Вы уже выбираете правильный вариант ответа. Ну что, поехали? Да. Поехали. Итак, вопрос номер 1. Как называлась газета, которую издавал выдающийся татарский просветитель Исмаил Гаспаринский? Варианты ответов. Тарджимаи Халям, Тарджиман, Бахрель Хакбар, Вакат. Первым у нас ответила Алина, я смотрю. Алина, какой ответ ты выбрала? Тарджиман. А что за газета такая Тарджиман? На каком языке она издавалась? На новом, так скажем, общетюркском языке, который он пытался создать, Исмаил Гаспаринский пытался создать. Так. Он сейчас, ну, его никто не использует, но его можно понять.
если ты знаешь, какой И что самое интересное, его все тогда понимали. Вот тогда понимали. Да. Он ведь издавался не только на новом тюрко-татарском языке, да, но еще и на каком языке он издавался? На русском. На русском языке. Выходил одновременно и на татарском, и на русском языке. Так, ну что, ребят, правильный ответ, конечно же, Тарджиман. Все вы молодцы, ответили правильно. Вы все получаете 3 балла. Ну и так как Алина у нас ответила первая, она получает бонусный дополнительный балл. Вопрос номер 2, ребят. Назовите выдающегося танкиста, уроженца Татарстана, экипаж которого под Ростовом в июле 1942 года уничтожил 16 танков и другую технику противника. Коновалов, Столяров, Гафиатуллин, Кузнецов. Так, Айгуль, какой ответ ты выбрала? Я выбрала второй вариант ответа, Столяров. Честно, ориентировалась на внутренние чувства. Понятно, понятно. Владислав опять дольше всех думал. В чем причина? Я выбрал первый вариант ответа, но тут опять именно интуиция или еще что-то. А Тимирхан как у нас ответил? Методом исключения. Так, ну-ка поделись, как ты кого исключал? Ну, как минимум, третий вариант. Это наш герой, который повторил подвиг Матросова, лег на амбразуру. Правильный ответ Коновалов. Действительно, он в одном бою уничтожил почти 1,5 десятка танков противника, и в честь него даже был снят фильм. «Танкист» он назывался. Это был потрясающий фильм. Ребят, Семен Коновалов, это был удивительный человек, который на танке КВ, танк КВ, как расшифровывается, кто знает? Климент Ворошилов. Климент Ворошилов. Это был тяжелый танк. Он один расстрелял 16, вдумайтесь в это, уничтожил 16 танков и самоходных артиллерийских установок противника. Правильно у нас ответили Владислав и Амирхан, с чем мы вас, ребята, и поздравляем. Внимание на экран. В Казани в 1926 году регулярно начал действовать этот вид транспорта. Первый вариант – такси. Второй вариант – трамвай. Третий вариант – автобус. Четвертый вариант – троллейбус. Я еще не беседовал, по-моему, с Рашидом. Да, Рашид, ты какой вариант выбрал? Троллейбус я выбрал, 4-й. Но трамвай, он создан был еще на рубеже 19-20. Так. Ну, не создан, а был внедрен в Казань. Угу. Такси как будто и существовало уже. Или будет существовать. Ну, короче, по-моему, это троллейбус. Так, Алина у нас первая ответила. Какой ответ выбрала ты? Я выбрала там трамвай. Я где-то читала то, что именно в эти года регулярно начал действовать трамвай в 25-х, 26-х, 27-х. Понятно. Несколько для меня неожиданно, а Амирхан очень долго думал. В чем причина? Я вспомнил 2 юбилея, которые были недавно у казанского транспорта. Это 75 лет троллейбусу и 150 лет трамваю. А такси, ну, он был в другом виде, не в таком, как сейчас, но он был еще в начале 20 века, например. Ну, на конях и на карете, если не ошибаюсь. Борабас еще говорили на татарском. И твой вариант ответа? Мой вариант ответа, поэтому методом исключения выбрал автобус. Дело в том, что в этом году в Казани есть еще один юбилей – столетие начала регулярных действий автобусного транспорта. Ну, если быть точнее, трамвай у нас в конце 19 века, правильно сказали, это была конка. Такси начал относительно регулярно ездить по городу в 1910 году, а троллейбус действительно чуть позже, 75 лет только вот недавно исполнилось. Правильный ответ – автобус. Правильно у нас ответил, получается, Амирхан. Ребят, переходим к 4-му вопросу. Кто из казанских литераторов помогал Пушкину собирать воспоминания очевидцев Пугачевского бунта? Арцебашев, Державин, Баратынский, Фукс. Так, у нас Айгуль на этот раз очень уверенно ответила первой. Айгуль? Я выбрала 4-й вариант ответа. В квартире Фукса проводились литературные вечера, и туда этот литературный вечер однажды посетил и Пушкин, и поэтому связала именно с Карлом Фуксом. Вот обратите внимание, потрясающая логика, да? Так, Рашид, какой вариант выбрал ты? 3-й, Баратынский. Баратынский. Ну, он же один из ключевых деятелей начала 19 века в Казанской губернии. Но я подумал, что он для, помогать он мог для Пушкина. Вот.
Ну, правильный ответ здесь Фукс. Почему казанский литератор? Потому что он часто достаточно публиковался в казанской прессе, а его жена даже написала, к сожалению, не сохранившуюся повесть, посвященную вот как раз этим событиям. А Пушкин в своем знаменитой книге «История Пугачева» как раз поблагодарил Фукса за то, что тот позволил ему найти некоторые недостающие материалы. И, наконец, Фукс издал 2 воспоминания, буквально маленькой брошюркой, 18 страничек. Вот, надеюсь, в этом году может получится это переиздать. Правильно ответили у нас Айгуль, Алина, Тимирхан. Переходим к последнему вопросу нашей викторины. Где юный Габдулла Тукай по-настоящему познакомился с татарской, русской и восточной литературой и стал формироваться как поэт? В деревне Кошлауч, в Казани, в Уральске, в Оренбурге. Так, ответы от участников получены. Владислав, какой вариант ответа? Я выбрал вариант 3 в Уральске, потому что Габдулла Тукай, по-моему, лет с 9, может быть, я точно не помню, но он уехал к тете в Уральск, где учился, получается, там в медресе, и именно там он начал как раз-таки формироваться как поэт. Первые как бы произведения свои написал. Но я выбрал вариант ответа, что в Уральске. Логика твоя мне очень даже понятна, ответ принимается. Тимирхан. Я выбрал вариант 2 в Казани. Возможно, он и не начал там формироваться, но именно свои основные такие действия, которые он сделал, именно были в Казани. Он и журналы начал издавать, и в газете работать. Ну, тоже ответы у всех ребят очень разные. Айрат Халич, какой правильный ответ? Правильный ответ в Уральске, в медресе Мутагия. Правильно у нас ответили таким образом Владислав и Амирхан. Это был последний вопрос электронной викторины. Итоги первого тура, ребята. Айгуль 7 баллов, Алина 7 баллов, Рашид пока 3 балла, Владислав 10 баллов, Амирхан 14 баллов, Тимирхан 6 баллов. Замечательные ответы. Чувствуется хорошая подготовка. Наверное, можно было бы даже и посложнее вопросы такому составу участников дать. Я всегда получаю колоссальное удовольствие от этого конкурса. Искренние слова благодарности вам, потому что пункт номер 1. Вы действительно люди, которые обладают очень большим объемом знаний. Меня очень радует, что даже если вы не всегда отвечаете правильно, вы приходите к этому не методом тыка, но используя определенный багаж собственных знаний. Искренние слова благодарности. Спасибо. Спасибо. Мы сейчас переходим ко второму туру. На мой взгляд, самому интересному туру. Мы находимся в обновленном ЦУМе. А кто из вас знает, вот аббревиатура ЦУМ? Центр уникальных мастеров. Мастеров, совершенно верно. Вы же посмотрели здесь, походили? Да. Понравилось? Конечно. Мне тоже, мне безумно понравилось. Но и здесь, собственно, на самом деле создаются уже современные традиции культурного наследия. А надежным хранилищем этого богатства служит Национальный музей Республики Татарстан, который сегодня предложил провести потрясающий тур. Примем участие? Конечно. Конечно. Я говорю вам здравствуйте, чтобы пожелать здоровья крепкого. Я говорю вам исәнмесез, чтобы пожелать вам счастья нового. Сымлых сунагр. Я говорю вам здравствуйте, чтобы пожелать вам мира мирного. Шум, брат. Я говорю вам здравствуйте, чтобы пожелать неба чистого.
Добрый день, уважаемые участники и члены жюри. Хайырлы күн. Мы приплыли к вам буквально из Национального музея Республики Татарстан. Сегодня мы для вас приготовили вопросы. Ну что, Раиль Раваилович, начинаем наш конкурс? Пора. Начинаем. Итак, у нас сегодня максимальное количество баллов собрал Амирхан. Ваши аплодисменты. И именно Амирхану сегодня выпала честь первому вытянуть конверт и ответить на первый вопрос. Так, какая цифра? 4. Номер 4. Открываем. Так, можно всем показать. Амирхан, покажи, пожалуйста. Ну, Так. это татарское изю. Я даже не успела вопрос задать, Амирхан. Да, действительно. По ощущениям, как будто конец 19-го, начало 20 века. Примерно это период, когда был создан. А функциональное значение? Ты Ну, его можешь надевали, получается, сюда. поверх Это платья? женская, Совершенно женская верно. одежда. Да, да, все верно. Элемент женской одежды. Украшен он чем? Тут есть и монеты, и камни. То есть вообще Изю показывала даже статус женщины. По сути, так, да. Ну что, Амирхан, аплодисменты. Я даже не успела задать вопрос тебе. Молодец. Так, Владислав. 2. Цифра 2. Открываем. Так, можно всем показать, Владислав. Опишите его функциональное значение этого элемента костюма, конструктивные особенности, материалы, используемые при изготовлении. Что же это такое? Мне кажется, его как-то сюда или, может быть, на шею. Ну, практически. Может быть, я даже покажу, как его одевали. Вот я одела сегодня татарский национальный костюм, а украшений-то мне как раз не хватает, Владислав. Хасите. 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 Ваши аплодисменты. Все верно. Это хасите. Сейчас я его одеваю через правую руку на левое плечо. Хотела добавить то, что раньше вообще это украшение надевали за камзолом, но сейчас это стилизировали и начали надевать перед платьем. А что оно из себя камзолом. представляет? Перевязь. Перевязь. Ну, это и амулет, и оберег, и вообще в целом От сглаза. от сглаза даже показывал статус девушки. Да. Все верно. Ваши аплодисменты. Следующий вопрос у нас третий, и на него будет отвечать Айгуль. Цифра 3. Цифра 3. Как называется чувашский, девичий и женский головной убор? И какой головной убор как раз-таки представлен у нас на модели? Чувашский девичий и женский головной убор называется тухья. Похоже на татарское слово такья. Вообще, что означает тухья, само слово? Вот почему оно выполнено в виде рога? Я думаю, оно означает защиту, потому что оно полностью закрывает женскую голову. То есть имеет сакральный смысл, правильно? Вообще это слово арабское в переводе означает купол. Ну что, ваши аплодисменты, молодцы, молодцы. Так, ну что, мы переходим плавно к четвертому. Алина, тяни конвертик. Номер 6. Номер 6. И у нас снова черный ящик. Что это такое? Можно всем показать. Тут 2 предмета. Угу. Мне кажется, то, что это чулпа. Их надевали, точнее, на косички волос. Сплетали. У них очень красивый орнамент, хочу заметить. Да, и, кстати, они очень тяжелые. Да. И не случайно говорили, да, что татарскую девушку сначала нужно услышать, а потом увидеть, потому что все это обилие деталей костюма всегда издавало звук. Совершенно верно. Молодцы. Тимирхан у нас должен вытянуть сейчас конверт. Цифра 5. Что в костюме мордовских женщин, как и в костюме других народов Казанского Поволжья, когда-то использовалось в качестве средства оплаты, а позднее стало применяться как один из элементов декора? Вот, возможно, серьги. Что-то Ну, означает. подумай еще, подумай. Ну вот Рашид, по-моему, знает. Рашид уже, да, уверенно тянет руку. Не уверен, но я могу предположить, что это сюльгамо. А что такое сюргама? А? Что это такое? Это, если не ошибаюсь, она как застежка шла и как... Правильно, Да. как изю. У татар Да. то же самое, в общем-то, это украшение используется. Оно, кстати, очень тяжелое, достаточно массивное. Но все-таки я не услышала правильный ответ. А щит? Ракушки. Ракушки каури. Все правильно. Именно они
ценились прежде всего как и денежная единица, и потом ее использовали уже в элементах декора, как экзотику, в общем-то. И вообще ракушки каури применялись не только у мордовских женщин, да, а в украшениях. Также это и у марийцев, и, может быть, даже вы еще знаете какие-то народы. У чуваш вроде. Чуваш, у мордвы, у марийцев. Все правильно. Молодцы. А мы сейчас переходим к последнему вопросу, на него будет отвечать Рашид. Какой элемент одежды являлся основой русского женского костюмного комплекса? До какого времени этот комплекс бытовал и чем он был заменен? Ну, основой всех народов является рубаха, но здесь я хочу отметить про сарафан. Молодец. Он просуществовал у русских до конца? До конца 19-го. Все верно. После, в начале 20 века. На платье, на кофты. На кофту и низ это юбка. Юбка. Да, да, парочка. Так, ну что, по-моему, замечательно. Молодцы, ребята. Спасибо вам огромное. Милости просим, мы всегда рады видеть вас в наших музеях. Виктор Ахмед. Так, ну что, уважаемые члены жюри, Тимирхан Гельмеев сколько баллов получает? 4, 4, 4, 5. Так, сколько баллов у нас получает Рашид Айбетов? 5, 5, 5, 5. Максимальное количество баллов. Сколько баллов у нас набирает Алина Гадричева? 5, 5, 5, 5, 5. Максимальное количество баллов. Амирхан Исхаков сколько баллов получает? 5, 5, 5, 5. Максимальное количество баллов. Айгуль Хайреддинова. 4, 4, 4, 5. Тоже высокие баллы. Ну и, наконец, Владислав Шевелев. 3, 4, 3, 4, 3. Ну, несколько поменьше, но тоже очень неплохо. Это очень сложно на самом деле в современных условиях отвечать на вопросы, связанные с традиционным костюмом. Язык костюма, он нами утрачен. На самом деле у нас очень мало что в костюме транслирует наш культурный код. Вот мне кажется, что наша, наверное, совместная задача не допускать того, чтобы язык костюма превращался в мертвый язык. И очень хочется, чтобы каждый из нас, он в своем костюме хоть немножко, но находил акценты, которые бы позволяли ему транслировать свою собственную идентичность, свою собственную уникальность. Тимирхан Муратович. Лично я поражен знаниями ребят. Я соглашусь с тем, вот представьте себе этот конкурс лет через 200-300. Вот выйдут, значит, молодые люди, выйдут Я девушки. представил, как мы его проводим. Примерно. И будут показывать наши Да, костюмы, да, как да, мы да. ходили 300 лет назад. Ну, скажет, вот галстук. Зачем был нужен галстук? Да, язык костюма, к сожалению, постепенно утрачивается. Хотя, надо отметить, что, конечно, в среде молодежи есть свой язык костюма, есть свои особые, значит, идентификаторы, скажем так. Но это, может быть, гораздо менее красочно, я так скажу. Да? И имеет гораздо меньше исторические корни по временного периода. Спасибо. Так, ну что, надо сказать, что у вас баллы, ну, примерно одинаковые. Тимирхан 27 баллов, Владислав 27 баллов, Рашид 28 баллов, Айгуль 28 баллов, Алина 32 балла, ну а Амирханов 39. Так, мы для вас приготовили небольшой сюрприз, ребят. Это последний наш тур, который позволит вам заработать дополнительно 5 баллов. Я попрошу членов жюри задать вопрос для участников. У вас есть волшебная кнопка зелененького цвета. Нажимаете и отвечаете. Готовы? Айрат Халич, пожалуйста.
Кого из прославленных летчиц называли за точность в бою и пунктуальность в службе Мартой Гусейновной? Мне кажется, это могла быть Сыртланова все-таки. Да, абсолютно верно, это Сыртланова. Тем более у нее отчество было Гусейновна. За точность в бою немцы их называли как? Ночные ведьмы. Абсолютно верно. У нас Амирхан получает 5 баллов. Так, Радик Римович. Дорогие друзья, Татарская автономная Советская Социалистическая Республика неоднократно награждалась государственными наградами. Какую первую государственную награду СССР республика получила, в каком году и за что? Так, Рашид. Орден Ленина в 20-х годах. Я еще спросил, за что? За вклад в науку. Нет, вроде за промышленные... Еще есть варианты? Может, за рекордный урожай? Более точно даты можете сказать? 34-й. Ну, спасибо. Действительно, орден Ленина в 1934 году за выдающиеся успехи в сельскохозяйственном производстве. То есть у нас 2 ответа правильных. Рашиду 5. Плюс 2 Тимирхан. Плюс 2, да. Плюс 2 Тимирхан. Так, Айрат Габич, ваша очередь. Да. Уважаемые ребята, в Казанском императорском университете в 1878 году создается общество археологии, истории и этнографии. Этому обществу в управление были переданы сохранившиеся монументальные архитектурные памятники на территории Болгарского городища. Назовите, перечислите эти памятники, которые были переданы Обществу археологии, истории и этнографии при Казанском императорском университете. Я предположу, что это Черная палата, Белая палата, Ханская усыпальница и пусть будет соборная мечеть. Ну, основные объекты действительно перечислены. Это была действительно Черная палата, Малый Минарет, Ханская усыпальница, Белая палата и здание соборной мечети. Восточная и Северная палаты, они относились в это время к храму православному. И здесь надо отметить, что именно общество и Казанский императорский университет осуществлял работы по ремонту и реставрации этих зданий. Сегодня это наследие дошло до нас. Большое спасибо за ответ. Таким образом, у нас правильно кто ответил? Амирхан, который получает 5 баллов. Так, ну все, дальше идем. Ирас Хафизяновна, я знаю, что у вас вопросов много, только один. 2026 год в истории нашей Земли, он уникальный, полон очень большого количества юбилеев. Вот совсем недавно мы отмечали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, но финалить этот год во многом, практически в конце этого года, будет еще одно событие, это 120-летие создания нашего театра. Очень часто бытует мнение, что театр — это все-таки статусное такое заведение, учреждение, куда ходят уже в основном зрелые люди. Но наш татарский театр создавал молодежь. Я хотела бы вспомнить еще одного человека. Был такой Карим Тинчурин, драматург, который тоже стоял у основы создания нашего театра. Он писал про этого известного татарского режиссера и актера. Он впервые придал татарскому театру форму, впервые начал верно трактовать и исполнять татарские типы. Духовно приблизил татарский театр к народу. О ком речь? Так, Рашид нажал первый. Предположу, что это Габдулла Гариев. Молодец. Умница. Вопрос на засыпку. Вы знаете, сколько лет в этом году будет Габдулле? 120, как и Тукаев. 140. Ой, 140, как да. и Тукаев. Ну, все да. правильно, как и Да. Тукаев. Спасибо. Извините. Так, ну что, Рашид 5 баллов получает, да? Тимирхан Булатович, очень надеемся, Тимирхан ответит правильно на этот вопрос. Редко имя, кстати, тезка попался. Такие. Сегодня говорили уже об одном профессоре Казанского университета, Карле Фуксе, да, который, кстати, кроме того, что был ученым-энциклопедистом, он еще был и какое-то время ректором даже Казанского университета, побывал ректором университета. Но хотелось бы задать вопрос о другом профессоре, хотелось бы, чтобы вы его назвали. Профессор, которому мы, кстати, обязаны в том числе, что у нас такие красочные костюмы у всех, да, бывают, ну, по крайней мере, то, что мы видели. Он синтезировал один из элементов химических в свое время и дал бурный рост химической промышленности в связи с этим. Но, кроме того, он еще в 1868 году стал президентом Российского химического общества.
А вот назовите мне, пожалуйста, имя этого человека. Достаточно известно. Арбузов? Нет. Бутлеров. Бутлеров. Может, портрет поставить? Если вы были в императорском зале Казанского университета, в актовом зале, есть портрет Бутлерова. Давайте и перенесемся этого в человека. императорский зал, портрет посмотрим. Давайте. Есенин? Совершенно верно. Айгуль, ну, чтобы такой ответ был вообще полный, кто такой Зимин? Что о нем знаешь? Расскажи немножко. Он известный химик, российский, основатель химической школы в Казани, а также учитель известного Бутлерова, который создал теорию химического строения органических соединений. Они все знают. Просто иногда волнуются. Просто иногда волнуются, совершенно верно. Ну что, Айгуль 5 баллов получает, да? Отлично. Так, ну что, я тоже ведь подготовил для вас вопрос. Цитата. «На чтениях в литературном кружке было скучно. Хотелось уйти в татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной, жизнью добродушные, ласковые люди. Они говорят немного смешно, искаженным русским языком. По вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети. Странные голоса муэдзинов. Мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакомо мне. Не похоже на то, что я знаю и что меня не всегда радует». Кому принадлежат? Так, Рашид? Горький. Горький, совершенно верно. А в каком произведении он это писал? «Мои университеты». «Мои университеты», совершенно верно. Настоящего Горького Алексей Пешков. Да. Так, ну что, я на правах ведущего могу голоса немножко, да? Значит, Рашид получает 5 баллов. Ну, вот этому товарищу 1-2 балла тоже можно добавить, я думаю, да? А можно добавить? Он имя Максим взял в честь отца. Всем давайте 1 балл тоже добавим, хорошо. Я тоже Хорошо. могу добавить. Да. Допустим, у Горького и у Шаляпина 1 музей на 2. Думаю, жюри будет не против. Тимирхану 2 балла добавим. Так, ну что, ребят, это был последний конкурс. Ну, мы все действительно, я думаю, единодушны, что конкурс прошел замечательно. Я хочу ребятам пожелать успехов. Я уверен, что их ждет действительно хорошее будущее, и учебное, академическое, и профессиональное. Конечно, хотелось бы, чтобы они продолжили именно такой научный трек в своей жизни. Я в 5-й раз участвую. 5-й раз участвую в финале. Ну, правда, не я одна. Мы все вместе. Я уверена, что ваш путь — это путь в науку. Не надо этого бояться. Вот сегодня, если будет наука не прикладная, академическая наука, наука, которая не ради монетизации, не ради денег, а ради жажды исследования, это то, что будет залогом нашей успешности, нашей конкурентоспособности нашей Земли в будущем. Я горжусь, что у нас, у нашей Земли, такая молодая поросль. Спасибо вам огромное. Перед тем, как озвучить результаты, Министерство культуры любезно предоставило подарки, которые вы все получаете, как финалисты 5-го конкурса «Тархан». Ну и Ирана Хавизян весь сюрприз приготовила, да? Это наш традиционный приз – подарочный сертификат на поездку в составе организованной группы по музеям-заповедникам Республики Татарстан. И все его получают. Спасибо огромное. Так, ну что, наступает самый волнительный момент. Владислав, ты молодец, ты набрал 27 баллов. Тимирхан 31 балл. Ну и Алина 32 балла. Кстати, получаете дипломы финалиста. Айгуль 34 балла и занимает 3-е место в финальном конкурсе «Тархан». Рашид 43 балла, 2-е место. И победитель юбилейного конкурса «Тархан»
Амирхан, 51 балл. Ну, Амирхан, слово тебе. Ну, краткая сестра таланта, ничего не бойтесь. Все. Все. Я правильно понял, Тимирхан Булатович, что они студенты все? Конечно, мы ребят ждем у нас в университете. Это замечательные абитуриенты, и, думаю, замечательные будут первокурсники с сентября будущего года. Да. Так, ну что, у нас по сценарию теперь завершение конкурса, потом общая фотография. Это был конкурс «Тархан». Увидимся на следующий год. Не пропустите. До свидания. Так, ну что, теперь общая фотография.